Продолжается частичная мобилизация граждан, и о ходе ее проведения у нас в республике мы поговорим сегодня с гостями студии. Это Александр Авдонин, военный комиссар республики, и Сергей Голубев, начальник мобилизационного отдела штаба Восточного военного округа. Александр Владимирович, Сергей Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Такой вопрос, который и к нам в редакцию поступал, и на телефоны горячей линии. Почему не проводится медицинская комиссия мобилизованных? Потому что сначала была информация, что она будет проводиться в Якутске, потом было сообщение, что в Хабаровске, потом про Бурятию были разговоры. Все-таки как обстоят дела? Да, вопрос понятен. Смотрите, сразу хочу всем пояснить, что при проведении мобилизации не проводится не медицинская комиссия, а медицинский осмотр граждан, а также осмотр граждан, которые заявляют жалобы на состояние здоровья. То есть сама по себе мобилизация подразумевает очень короткие сроки призыва, явки граждан на пункты сбора и отправки их в воинские части. По сути говоря, это очень короткое время, в период которого просто невозможно. И кроме того, все граждане, которые у нас состоят на воинском учете, имеют уже категории годности, такие от категории А, Б, В. По мобилизации все они подлежат призыву в соответствии с законом мобилизационной подготовки и мобилизации. Но на сегодняшний день также мы пока не работаем по категории годности В. То есть эти граждане пока нами в расчет не берутся. Если есть случаи такие призыва таких граждан, мы стараемся их освободить, отменить решение о призыве и вернуть домой пока. Пока только охотимся категориями годности А и Б. Как будет выглядеть ситуация с частичной мобилизацией граждан, имеющих судимости погашенные и условные? Ну, это все в законе прописано. Все основания для предоставления срочки от призыва по мобилизации расписаны, как я уже сказал, в федеральном законе 31 о мобилизационной подготовке и мобилизации, 18 статья, она в открытом доступе, закон открытый. Граждане, которые имеют не снятую, не погашенную судимость, призыву по мобилизации не подлежат, но только по тяжким статьям. Ну, в республике уже довольно-таки успешно и давно работает телефон горячей линии, колл-центр номер 122, добавочная кнопка 1. И поступает очень много звонков о, как люди считают, ошибках мобилизации. То есть это и многодетные, возрастные, ухаживающие за одинокими людьми. Вот ситуацию с такими звонками разъяснить. Действительно, таких звонков много, и как решается этот вопрос? Да, звонков очень много. У нас перегружены и 122 линии, и военкомата телефоны все перегружены. Понятно, что все граждане хотят знать, все обращаются с своими проблемами. Естественно, не хватает у нас сотрудников, но это все дело мы поправляем. Правительство активно помогает. Горячие линии, колл-центры мы постоянно все это дело мониторим. Значит, очень больной вопрос, конечно, вот это семейные, да, отсрочки, количество детей. Еще раз говорю, что законные основания все перечислены в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке. Но мы, исходя из того, что глава республики проводил встречу с женщинами, с общественностью, с матерями. Эти проблемные вопросы мы там обсуждали. В частном порядке мы сейчас решаем. У нас на территории республики там 3 детей. Если имеются супруга сейчас находится в состоянии беременности, при наличии подтвержденных диагнозов и справок, справок о родах, мы эти моменты рассматриваем в частном порядке. Но еще раз говорю, законного основания нету. В законе четко прописано 4 и более детей. Вот как раз-таки к этому вопросу хотел я вернуться чуть попозже. В Якутии многодетными считаются родители, у кого 3 и больше, а вот все-таки по российским федеральным нормам это 4 детей, соответственно, больше. Почему этот республиканский закон не действует в условиях частичной мобилизации? Ориентируемся все-таки на федералов. Конечно, да? Конечно. Хочу добавить, что эта проблема она не только по Якутии, к сожалению, у нас это по всем субъектам. Говорить о том, что очень большое количество не приходится, это частные случаи, по всем работаем, по всем возвращаем. Единственное, необходимо документальное подтверждение. Сами понимаете, это все делается все с точки зрения буквы закона. Если законное основание есть, то человека, безусловно, возвращают обратно. Еще вот такой вопрос. Действительно ли были случаи вручения повестки третьим лицам неуполномоченными, в том числе и на улице? Или все-таки норма у нас это строго соблюдается, только в руки, только под роспись? У нас в республике я не слышал еще, честно говоря, случаев, когда на улице мы кому-то вручали. У нас есть 2 способа оповещения и вручения повесток. Это через руководителей организаций и по домашним адресам, по прописке. К сожалению, сейчас очень много
скрылось фактов, когда мы просто не можем повестку вручить по домашним адресам, потому что либо кто-то не проживает, либо дома не находится. А вопрос в том, что кто вручает эти повестки, просто не хватает тех уполномоченных, как вы правильно сказали, там носить посыльных, которые разносят повесток. Для этого администрация города и администрация муниципальных образований были дополнительно выделены силы и средства, ну, мы называем это этих людей посыльными, которые вручают повестки. Так что все законно. Если повестка выдана военным комиссариатом, имеет подпись, печать и подпись военного комиссара, то Так называемый аппарат усиления военных комиссариатов, он предусмотрен везде у нас повсеместно на период мобилизации. Проведение специально, скажем так, подготовленные люди, они заранее знают об этом, с объявлением мобилизации их привлекают для выполнения этих мероприятий, для выписки повесток, для вручения, доведения, помощь военным комиссариатам. Ну вот, чтобы снять все вопросы, какие-то документы должны быть у таких людей, чтобы гражданин, когда придут домой и попытаются вручить повестку люди не в военной форме, скажем так, они могли бы подтвердить свою легитимность, свою уполномоченность. ну, сразу про военную форму. У нас сотрудники военных комиссариатов не военнослужащие, то есть вручают повестки обыкновенно гражданские люди, которые работают на предприятиях, организациях, и которые для этих целей выделяются. Мы никаких удостоверений не выдаем, основанием является сама повестка, которая имеет печать и подпись военного комиссара. Кроме того, я хочу сказать, что у нас вот даже для этих мероприятий Министерство внутренних дел по республике выделяло своих сотрудников, то есть мы совместно это дело все проводили, так что тут все законно. Ну и в продолжении темы повесток, нередки случаи, что люди уезжают на несколько месяцев на вахту, в том числе и вот, скажем так, до начала объявления частичной мобилизации. Как быть в этом случае, если, допустим, все-таки пришли к нему по месту прописки или на место предыдущей работе, которая, ну, в военкомате, например? Ну, я, как уже сказал, у нас для этого и предусмотрены два способа оповещения: по домашним адресам, по прописке, и еще руководителям организации, где работают сотрудники, ну, граждане наши. Поэтому в любом случае, если повестка пришла, и человек находится, понятно, на законных основаниях командировки, то до него это все доведут руководители организации, в которой он работает. Ну и возвращаясь к вопросам, которые поступали на горячую линию, отмечалось, действительно это так, мобилизованных сразу с места сбора, не давая собраться, то есть из военкомата домой не отпускают, вещи собрать не дают. Были ли такие случаи или нет? Ну, наверное, уже многие видели, в повестке у нас указана обязанность с момента получения повестки в течение 3 часов явиться на пункт сбора. Я думаю, что да, конечно, очень сроки короткие, сжатые. Необходимо взять с собой самые предметы первой необходимости, как я уже ранее говорил в своих выступлениях, это предметы личной гигиены. Если возможность есть, теплые вещи с собой взять, обязательно документы. Из документов это у нас паспорт, военный билет, при наличии водительского удостоверения. Далее рекомендую всем взять с собой СНИЛСы, копии ИНН и реквизиты. Реквизиты? При возможности, да, реквизиты взять, для того, чтобы потом можно было в кратчайшие сроки оформить получение денежного удовольствия. Все дело в том, что у нас мобилизованные по закону сейчас приравнены к военнослужащим по контракту. Им также положены все выплаты, все надбавки, все льготы в полном объеме. Для того, чтобы это все оформить и довести, необходимо иметь на руках все документы, в том числе и платежные. Это важно. Если каких-то документов нет, то, соответственно, это затруднит доведение положенных гражданину выплат. Речь идет, скажем так, не о маленьких суммах, довольно внушительно, даже по местным меркам. Не говоря уже о средней полосе где-то. Ну, если, вот, допустим, ситуация, что в ППХ что-то, какие-то документы забыли, то есть человека в военкомате развернут, чтобы он донес, или потом родственники, близкие друзья могут эти документы, как бы, скажем, Да. донести? Может, Индивидуально, через родственников, да. при ваших расстояниях, тут, если человек забыл его где-то за 3-4 тысячи километров отсюда, то это проблематично, конечно, будет донести, дослать, переслать. Мы даже работаем, с каждым человеком индивидуально работаем, никого никогда не бросают. И вот тоже опять же к предыдущему вопросу, чтобы кого-то там взяли, схватили там на улице и увезли, но таких случаев неизвестно. Я не только по Саха-Якутии, по другим субъектам я тоже об этом я не слышал, и таких подтвержденных нет данных. Всегда есть время собраться. Каждый военный комиссар муниципальный, он всегда входит в положение гражданина,
В дополнение к этому вопросу я хочу еще добавить, что есть такой вариант, возможно, вот про то, что вы сейчас говорили, есть такие случаи, когда уже гражданин получил повестку, но не прибыл в военный комиссариат по повестке. В этом случае он уже по закону считается уклонистом, потому что повестка вручена, человек обязан явиться. Сейчас немного другие условия, в связи с тем, что уже мобилизация объявлена, этот человек, на него будет распространяться уже статьи Уголовного кодекса, то есть уголовная ответственность за это, за уклонение от военной службы получается. Поэтому я рекомендую всем, кто получил повестки, обязательно прибыть в военкомат. Там уже разобраться по всем. Если есть законные основания, понятно, что человека отпустят. Но если уже нет, то тут, извините, это обязанность воинская. Скажите, давайте перейдем к учениям, которые, ну, как по закону, должны проходить частично мобилизованные граждане. Действительно ли они проходят это обучение? Как, где, когда? В общем, вот об этом расскажите. Да, вы имеете в виду подготовка граждан, восстановление навыков военных. Да, смотрите, все граждане, которых мы отсюда отправляем, наших земляков, прибывают в воинские части на пункты приема. И с этого момента, уже с момента переодевания, с ними начинается уже вот это боевое слаживание, как мы называем. Каждый гражданин будет экипирован, поставлен на все виды довольствия, получит оружие. И начиная с одиночной подготовки, постепенно в течение определенного времени, в зависимости от подразделения, с ними будет проведено боевое слаживание. Ни один необученный, уже будем называть военнослужащий, не будет отправляться ни на какие боевые действия. Но тут есть один момент, смотрите, этапы боевого слаживания у нас их несколько есть. То есть первый этап начинается здесь, в воинских частях. Второй этап уже будет проводиться на полигонах, как правило, уже на технике, на военной, с боевым вооружением, после доэкипировки бронежилетами и всем прочим. Ну и уже в районах боевого применения, там уже отдельно будет проводиться мероприятие, уже конкретно с местностью, привязки. Ну, Сергей Юрьевич, наверное, поподробнее сейчас расскажет. Да, и не надо забывать о том, что у нас все-таки призыву сейчас подлежат граждане, которые ранее проходили службу. То есть они уже имеют какой-то навык, какой-то опыт, и необходимо время на то, чтобы это все вспомнить, а не учить заново. Хотя по закону граждане военнообязаны, но не проходившие ранее службу, тоже подлежат мобилизации, но в данный момент мы с такими людьми не работаем, нет необходимости, у нас вполне пока достаточно граждан, которые уже такую подготовку имеют, чтобы, скажем так, уровень общей готовности войск все-таки оставался наибольшим. Все-таки, согласитесь, человек, который никогда не держал в руках оружие, а просто является военнообязанным, за несколько дней его подготовить все-таки, я бы сказал, даже, наверное, невозможно. Конечно, учитывая особенности региона, все-таки Республика Саха-Якутия — это довольно своеобразный субъект. Здесь мужчины практически все знакомы с оружием, знакомы с, скажем так, выживанием в полевых условиях. Это очень приветствуется. Но, тем не менее, даже это распространяется для всех. Человек служил, да, подлежит. Не служил, пока нет. Что там будет дальше, там будет видно. Вот опять же о сроках вы упомянули за несколько дней. Вспомнить, все-таки какие-то строгие нормативы существуют или опять же с каждой группой прибывших все индивидуально? Да, это все зависит от специфики. Части все-таки призываем мы абсолютно во все войска, за исключением военно-морского флота и ВКС. Поэтому каждый специалист, для него разные сроки подготовки, части разные сроки готовности, сроки слаживания. Поэтому тут говорить о каких-то вот определенных, что вот готовят там трое суток, 5 или 10, это не приходится. Это все индивидуально. И опять же, даже по прибытию в район проведения уже вблизи границы, потому что там пересылают тоже не сразу, они там в район проведения боевых действий, там еще лагеря полевые для подготовки. Там будет родиться более тщательная подготовка уже со спецификой применения части, со спецификой региона. И будут уже профессиональные инструкторы готовить специально под выполнение той задачи, под которую предназначена часть, чтобы минимизировать потери, увеличить все-таки повысить уровень подготовки до необходимого, до требуемого.
Ну и, соответственно, эффективность выполнения Так точно. поставленных задач. Абсолютно верно. Скажите такой вопрос. Будет ли действовать справка муниципальных или республиканских военкоматов о том, что мобилизованные попадают под категорию, которые не подлежат мобилизации на Дальнем Востоке? Не совсем понятно. Вы имеете в виду при выезде за пределы Да, субъекта? да, имеется да, в виду? Да, конечно, если такие справки есть, они будут действовать на территории всей Российской Федерации, не только Дальнего Востока. Да, у нас требования не для всех одинаковые, нет каких-то требований для одного субъекта особых. На всей территории Российской Федерации, как уже сказал Александр Владимирович, требования абсолютно одинаковые. И категории уже определены, кто не подлежит. В лексиконе появилось забытое словосочетание «бронь-справка». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Да, есть такое понятие, раньше, правильно вы сказали, бронь называлась, спецучет, по-разному называют. Да, это есть такие организации, которые полностью или частично освобождаются от призыва по мобилизации граждан, которые у них имеются в штате и состоят на воинском учете. Перечень таких организаций до нас доведен, мы с ними работаем напрямую. То есть сейчас эта работа налажена, потому что в начале, когда началась мобилизация, очень много организаций до этого эти мероприятия не проводили. Ну, скажем, по-честному, халатно относились к этой работе. Но в условиях того, когда уже начались вручение повесток граждан началось, то сразу, конечно, это все всплыло. Ну, понятно, что нельзя забрать всех сотрудников с предприятия, чтобы потом оно перестало работать. Такие так больницы, например, всегда там у нас, кто будет там людей лечить, теплоэнергетика, там, аэропорты и прочие организации, от которых жизнедеятельность республики зависит. Поэтому все это мы дело наладили, постепенно все это придет в свой ключ, будем работать. Конечно, те специалисты, которые нужны будут здесь, на территории республики, для функционирования нашей жизнедеятельности, они будут оставлены здесь. Ну вот вы упомянули, что граждане, которые получили повестку, но по ней в военкомат не явились, им может грозить уголовная ответственность. Какая-то мера наказания предусмотрена ли для тех, кто, не получив повестку, но заблаговременно, скажем так, уехал даже, может быть, и за пределы Российской Федерации, по возвращению что-то грозит тому человеку или нет? Ну, смотрите, по таким гражданам сейчас будет, наверное, отдельное решение приниматься. Да, мы многие знаем, что многие выезжают там в Казахстан, сейчас это массово по новостям проходит. Ну, мое субъективное мнение, это не патриотично уже, да, как скажем. Представляете, да, если бы 41 год, вот сейчас мы вспомним, и все население Советского Союза бы кинулось там по заграницам выезжать. Что бы с нами сейчас было, где мы были? Сейчас я считаю, что точно такая же ситуация. Ну, и другой вопрос, как там относятся к таким гражданам, что с ними будут дальше делать. Насколько я знаю, сейчас прорабатываются вопросы о возвращении принудительно вот этой категории лиц, которые выехали за границы. Поэтому все-таки, ну, тут у меня, честно говоря, вот как военного комиссара, как военнослужащего, как человека, который живет в Российской Федерации, я считаю себя все-таки патриотом. Я негативно отношусь к этим моментам, к выезду за границу. Ну, попроще сказать, это трусость. Трусость того, что тебя призовут. Не секрет, ну, выезжают даже те, у кого здесь семьи есть, да. Мы посидимся, переждем. Поэтому это мое личное мнение, конечно. Я призываю всех все-таки сплотиться, объединиться. И тут уже, когда Родина в опасности, значит, надо всем идти на фронт, говорил Владимир Семенович Высоцкий. Да, и не надо забывать, что все военнообязанные с объявлением мобилизации обязаны сами, без вручения повесток, явиться в военный комиссариат, которому они приписаны, о чем существует запись в военном билете. Поэтому убывать там, только на том основании, что не успели вручить повестку. Ну, все-таки быть мужчиной, это, наверное, не только на 23 февраля принимать поздравления, а все-таки вот такие моменты необходимо об этом вспоминать и отдавать свой гражданский долг в соответствии с законодательством, а не прятаться где-то там по другим субъектам, тем более за пределами Российской Федерации. Вот сегодня уже по центральным каналам телевидения там многие государственные деятели в своих интервью тоже негативно высказывались о таких гражданах, скажем так, которые покинули пределы, и меры обсуждаются, воздействия, которые будут к ним применены. Потому что такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Это неправильно.
Да, можно я еще дополню? Да, Как бы конечно. я не хочу сказать, что все так негативно. Это мы просто тут уже по роду службы с Сергеем Юрьевичем так высказываемся. Да, ну. Я хочу отметить, что все-таки в нашей республике очень много и патриотов. Ну, и я просто хочу даже отметить это, что многие граждане сами приходят, даже несмотря на то, что категория годности В, возраст не позволяет, не служившие, приходят сами, пишут заявления. У нас таких очень много в республике. Отправьте, готов защищать. И есть патриотические такие позывы, когда приходит старший брат, просит, говорит, давайте я пойду, у меня младший уехал, пусть лучше он вернется, я за него отслужу. Отцы также делают, как бы сына вот будут забирать, давайте лучше я. Ну, не хочу сказать, что как бы все плачевно, понятно, что есть отдельные моменты, но в большинстве своем все-таки патриотические порывы и настроение у нас на высоком уровне. Да, вот то, что касается граждан, добровольно изъявивших желание принять участие в специальной операции, на этот счет существуют у нас указания прямые, не препятствовать. Самое главное, чтобы человек подходил по здоровью, ну, хотя бы под категорию В, чтобы на законных основаниях можно было бы. Возраст не проблема, служил, не служил, тоже не проблема. Если человек хочет, ему это право предоставляется. Скажите, такой вопрос. Проходящая частичная мобилизация коснулась ли женщин военнообязанных? Однозначно нет. Таких у нас состоят на учете женщины, это везде, во всех субъектах, но призывать женщин мы не планируем. Ну и в завершении нашей беседы, Александр Владимирович, Сергей Юрьевич, ваши пожелания частично мобилизованным. Уважаемые граждане, к частично мобилизованным как бы мы уже обращались по встречах, когда призывали на призывных комиссиях, на отправках. У меня пожелание к нашим гражданам, как я уже говорил, переключиться в свое состояние, мировоззрение. Мы в другом мире стали жить. С объявлением мобилизации действуют другие условия, другие законы. Вот эти все вот обращения граждан, которые приходят к нам в военкоматы, люди привыкли к призыву, который проводится у нас в мирное время. 2 раза в год, с октября по декабрь и с апреля по июль месяц. И многие считают, что сейчас проходит то же самое. Те же нормативные документы, тоже требования по состоянию здоровья, тоже требования по детям, по возрасту, там вот эти все моменты. Другое немножко сейчас, другие условия, другие законы. По другому закону мы сейчас проводим те же самые медицинские комиссии, медицинские осмотры. Попрошу всех это учесть. Ну и все-таки еще раз призываю сплотиться вокруг единой цели, отстоять и защитить своего государства. Я, честно говоря, сторонник того, даже, может быть, и мобилизация не нужна бы была, если бы у нас были добровольческие отряды, формировались. Я думаю, что к этому придем скоро, например, там будем, задача это не снимается. Поэтому такое пожелание. Сергей Юрьевич, добавить? Да, я присоединяюсь к словам Александра Владимировича в полной мере. Ну и от себя хочу добавить, что да, необходимо действительно сплотиться, необходимо переключить сознание и все-таки настроить себя на, скажем так, на победу. Все. Александр Владимирович, Сергей Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. О ходе прохождения частичной мобилизации у нас в республике мы говорили с гостями студии. Это Александр Авдонин, военный комиссар Якутии, и Сергей Голубев, начальник мобилизационного отдела штаба Восточного военного округа.